Клуб избирателей заседает в разном составе каждую среду. Здесь говорят о деталях предстоящего голосования на выборах президента России. В этот раз говорили о списках голосующих, правилах освещения всего выборного процесса представителями СМИ Абхазии и заполнения бюллетеня. Принять участие в голосовании может каждый, имеющий право голоса и удостоверение личности гражданина Российской Федерации. На основании такого документа он будет внесен в список избирателей. В случае, если в основном списке вашей фамилии нет, данные внесут в день голосования уже на избирательном участке. ЦИК России открыл горячую линию, на которой может звонить с вопросами любой желающий. Очень важно повысить избирательную явку в этом году. Это очень важный, серьезный период для Российской Федерации. Если, например, в 2012 году на выборах явка составила более 80%, то в 2016 году она была всего более 20%. Для того, чтобы повысить явку и продолжать работать с информированием населения, посольство Российской Федерации будет рассылать именные приглашения, начиная с сегодняшнего дня, при помощи нас и при помощи вас, гражданам, которые состоят на консульском учете. Вне избирательного участка голосовать смогут лишь по двум причинам – болезни и инвалидности. Для них будут организованы мобильные группы. А вот сам процесс заполнения бюллетеня кардинально отличается от привычного. Вместо вычеркивания фамилии в документе предлагается сделать лишь отметку в квадратике напротив фамилии вашего кандидата. Традиционно в Абхазии голосуют каким образом? Вычеркивают кандидатов. В России немножко по-другому. Там нужно поставить в квадратике любой значок. Вот это агитационный плакат, любой значок ставится. В противном случае ваш бюллетень будет недействительным. Все представители СМИ должны соблюсти ряд процедур, чтобы иметь возможность попасть на участок и следить за ходом голосования. Есть определенная процедура аккредитации. Просим вашей редакции направить в ближайшие от вас участки информацию о ваших выездных группах, кто из журналистов будет присутствовать. Самим журналистам в день голосования они должны обладать направлением редакции или так называемым редакционным удостоверением, паспортом, чтобы могли бы сличить. Досрочное голосование также предусмотрено. С 4 марта смогут проголосовать военнослужащие. Соответствующее разрешение ЦИК России уже есть. О встречах кандидатов в президенты России с избирателями в Абхазии у посольства информации нет. Таких заявок пока не поступало. Также нет информации по наблюдателям, которые должны получить аккредитацию в Центральной избирательной комиссии России. Нисфарш Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение.